Это актуальное интервью в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Любой несчастный случай – это беда, и особенно, когда он происходит с детьми. Тем более важна профилактика подобных происшествий. Сегодня мы поговорим о предупреждении несчастных случаев с малолетними детьми и об ответственности не только родителей, но и окружающих. Гостья в студии Юлиана Данилова, старший помощник прокурора города Якутска. Юлиана Илларионовна, здравствуйте. Здравствуйте. Вот каковы наиболее распространенные несчастные случаи с малолетними детьми у нас в городе Якутске? У нас органами прокуратуры на постоянной основе проводится работа по профилактике предупреждения несчастных случаев, влекущих гибель и причинения вреда здоровью несовершеннолетних детей. С наступлением летнего периода, сезона, этот вопрос становится особенно актуальным. Ежедневно в прокуратуру города Якутска поступают с учреждений здравоохранения экстренные извещения, сообщения о случаях причинения, о фактах причинения вреда здоровью несовершеннолетним. Наиболее распространенные из них могу назвать как ожоги. Ожоги чаще всего это термические ожоги бывают. Это получается, ребенок может пролить на себя горячий чай, может пролить себе горячий суп и так далее. Да? Чаще всего еще у нас несчастные случаи, как падение с высоты. В данном случае вот в летнее время тоже чаще всего происходит падение с окон, падение с балконов. Да? Имеется также падение с высоты даже младенцев. Это может быть в случае, когда родители немножко на пару секунд отвернулись. Это падение с высоты буквально там с кровати может быть, с диванов тоже может быть. Или же падение с высоты в том числе может быть и на детских площадках. Следующий вид несчастного случая могу назвать как переохлаждение. Переохлаждение с учетом наших климатических условий и проживания, да, на севере частое явление. А летом с учетом того, что у нас тоже лето такое жаркое, можно получить переохлаждение, находясь даже под кондиционером. И такое возможно. Чаще всего еще у нас несчастные случаи бывают при дорожно-транспортных происшествиях. В том числе бывают с участием велосипедистов, детей велосипедистов, с участием мотоциклистов, подростков чаще всего. Да? И в последнее время участились случаи травм, падения и дорожно-транспортных происшествий именно с электросамокатов. Вот. Ну вот какие несчастные случаи, да, произошедшие с детьми, у нас в городе оказались, может быть, нелепыми или случайными, да, на первый взгляд, несмотря на тяжелые последствия. Вот, можно ли было их избежать? На моей практике чаще всего я могу назвать как нелепые, либо случайные. Да? Это, ну, опять же, повторюсь, наверное, ожоги термические. Да? Грубо говоря, сидели за столом родители и ребенок, да, и ребенок нечаянно проливает горячий чай на себя, горячий суп. Опять же, да, это можно было избежать. Либо дотронулся, да, до горячего чайника, горячего утюга. Также чаще всего бывают случаи, когда дети, малолетние дети могут утонуть. В принципе, да, как говорится, дети могут утонуть не менее чем за 2 минуты, даже в небольшом количестве воды. В летнее время в каждой семье у нас в частном доме бывают бассейны, сейчас устанавливают. Да, бассейны очень опасные, я считаю. Если устанавливаете бассейн, то необходимо обязательно надзор родителей за малолетними детьми в данном случае. Ну и в том числе даже в ванной могут быть такие случаи утопления. Ну, на воде действительно да, за детьми нужно опасно следить, конечно, можно отвлечься, и буквально пару минут, и несчастный случай может произойти. А вот если говорить о цифрах, да, какова статистика у нас по городу Якутску? За 2023 год
Термические ожоги у нас получили 103 ребенка. Падение с высоты зафиксировано 22 факта. Переохлаждение 5 фактов было. Далее отравление токсическим веществом 5 фактов было зафиксировано. Удар электрическим током 2 факта. Пищевое отравление 1 факт был зафиксирован. Также придавление тяжелым предметом 2 факта. Алкогольное наркотическое отравление 2 факта. Колото-резанные ранения 4 факта. И к иным у нас относится 40 фактов. В том числе это может быть укусы собак, а также травмы какие-то. Ну, цифры серьезные, да. Вообще, как родители, да, могут предупредить несчастные случаи с детьми? Что нужно сделать для этого? Так, какая работа должна проводиться родителям по предупреждению несчастных случаев с детьми? Да? В данном случае задача родителей максимально обезопасить своего ребенка от несчастного случая. Способы профилактики детского травматизма в первую очередь зависят от возраста ребенка. В грудном возрасте особенно важен постоянный надзор за ребенком. Повторюсь, получается, да? Чем старше ребенок, тем большую важность приобретает уже объяснение правил поведения, техники безопасности. Так, причинами несчастных случаев в основном основные причины несчастных случаев в детском возрасте являются отсутствие должного надзора за ними, да, за детьми всех возрастных категорий. Следующее – это неосторожное, неправильное поведение ребенка в быту, в школе, на улице, во время игр, занятий спортом тоже может быть. Возникновение несчастных случаев способствует в том числе и психологические особенности детей. Это может быть любознательность, гиперактивность какая-то, да, например, это большая подвижность ребенка, недостаточность жизненного опыта. Далее, работа родителей по предупреждению несчастных случаев должна вестись в следующих направлениях, можно сказать. Да? Это создание безопасных условий пребывания ребенка, обеспечение надзора за ним. И следующее – это систематическое обучение детей основам профилактики несчастных случаев. Вот. Создание безопасной среды для ребенка – это чаще всего, проще говоря, да, обезопасить, если ребенок малолетний, да, то ближайшие необходимо ограничить опасные условия, обеспечение недоступности для ребенка опасных веществ, каких-либо средств, да? Может быть даже лекарственных каких-то средств, чтобы бытовая химия и так далее. В том числе необходимо правильно организовать досуг ребенка, чтобы он не находился в свободное время без родителей на улице, один, например. Да? Чтобы не был предоставлен сам себе, проще говоря. Да. Какие-нибудь развивающие занятия для него всегда должны быть, чтобы ребенок был чем-то занят. Ну вот какая работа должна проводиться органами профилактики, да, по предупреждению несчастных случаев с детьми? Так, у нас есть федеральный закон 182. Он звучит так: об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации. И субъектами профилактики в данном случае выступают федеральные органы исполнительной власти, органы прокуратуры, следственные органы, органы власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления. Каждый орган осуществляет профилактику в пределах своих полномочий. Самостоятельно или же во взаимодействии с остальными органами может проводить профилактическую работу в сфере предупреждения несчастных случаев с малолетними детьми, которые являются одним из важнейших направлений их деятельности. Да? Так, при предупреждении несчастных случаев с детьми органы активно используют следующие формы профилактического взаимодействия. Это в первую очередь правовое просвещение, правовое информирование населения, родителей, детей, да, профилактические беседы непосредственные.
И организация правового просвещения несовершеннолетних родителей, может быть, педагогических работников, даже может быть и специалистов, работающих непосредственно с несовершеннолетними. Кроме этого, органы профилактики размещают социальную рекламу на тему предупреждения от несчастных случаев. Да? Такой пример я приведу, что органами местного самоуправления, например, окружной администрации города Якутска подготовлены были памятки для родителей, да? Как действовать правильно во избежание несчастных случаев с детьми. Далее, получается, Министерством внутренних дел по Республике Саха-Якутия были изготовлены видеоролики, тоже с целью Тема была тоже предупреждение несчастных случаев с малолетними детьми. Данный ролик был распространен через сети интернет, получается, для всеобщего обозрения. Могу сказать, что органами системы профилактики в данном случае, помимо просветительской работы, про которую я только что рассказала, да, проводятся мероприятия по предупреждению гибели детей от Несчастных случаев. Да, от внешних причин. От внешних причин, ага. К примеру, это проводятся совместные рейды на водоемах, могут проводиться рейды в семьях, которые находятся в социально опасном положении, либо в трудной жизненной ситуации. Далее, получается, в каждом случае гибели ребенка, да, у нас выясняется, состоял ли данный ребенок, либо его семья, родители на учете в органах внутренних дел. Также проводится проверка полноты проведения профилактических мероприятий с данным ребенком, с его семьей. Выясняются причины и условия гибели ребенка. И при наличии оснований в отношении должностных лиц, органов системы профилактики применяются меры прокурорского реагирования. И в каждом случае, получается, дается уголовно-правовая оценка их деятельности. Что ж, наше время подходит к концу. Елена Илларионовна, мы же понимаем, что в первую очередь ответственность всегда за безопасность детей лежит в первую очередь на родителях. Поэтому в первую очередь родители должны следить за тем, чтобы дети находились в безопасности, с ними не происходило никаких несчастных случаев. Большое спасибо, что нашли время, пришли к нам, ответили на наши вопросы. Желаем дальнейшей успешной работы. Спасибо. А я напомню, вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь на нашем канале.